Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Кролинкова. Приветствую. В эти дни в столице Якутии проводится оперно-балетный фестиваль «Чайковский фест Якутск», который собирает на одной сцене ведущих солистов Мариинского и Большого театра с артистами театра оперы и балета имени Сивцева Сурон Амалона. Наследие Петра Ильича Чайковского лежит в основе современного музыкального искусства России, представляя собой несомненную духовно-нравственную ценность. Не только российскую, но и общечеловеческую. Наш гость студии Дмитрий Дедух, продюсер фестиваля «Чайковский фест Якутск». Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот вы впервые в Якутске, какие впечатления? Самое лучшее, правда, потому что нас так встретили, вообще замечательно. И в целом нам сразу же показали интересные места. Мы попали на Щелкунчика. Нам очень повезло, да, и у нас был такой контраст небольшой, потому что мы в Петербурге солнечно было в день вылета. Прилетели сюда, пошли на Щелкунчика, пошел снег, и было ощущение, что мы попали в новогоднюю сказку. В Якутске впервые, что знали вот Ну, в Якутске впервые, а в Якутии второй раз. Да, до этого доводилось быть в Мирном. А вот сейчас здесь, да, очень нравится. В столице, так сказать. Да. Вот расскажите немножко о ваших творческих проектах вот в Санкт-Петербурге, не только вот в северной столице. Вот какие проекты? На самом деле достаточно много их. Мы в основном делаем в академической музыке, да, проекты. Это и оперы, и балеты, и вот оперные постановки мы делаем. В этом году, так как сейчас юбилейный год Чайковского идет, мы вот поставили «Пиковую даму» в Сочи, спектакль, режиссер Илья Устьянцев был. Вот. Мы поставили в Мариинском театре, в декабре была опера «Милосердие» Александра Владимировича Чайковского, в концертном зале «Зарядье», в Большом зале филармонии. Ну, на самом деле, список такой достаточно внушительный уже. Но, наверное, основное, что мы делаем вообще, в принципе, наш фонд «Фест» чем занимается, это поддержка молодых исполнителей. Вот у нас есть авторская программа Татьяны Антоновской вот, для молодых исполнителей. И вот мы стараемся, ну, во всех проектах, которые мы делаем, стараемся максимально внедрять ее для того, чтобы у молодых исполнителей была возможность обмена опытом с уже опытными мастерами оперной сцены. Ну, то есть вот стараемся комбинировать. Что насчет вот проекта «Чайковский фест Якутск»? Чем заинтересовал вот этот проект и почему ваш театр оперы и балет? Ну вот почему вот наш именно театр? Ну, как-то так сложилось. Не знаю, люди встречаются, да, на пути, и, в принципе, как-то у нас случилась такая рабочая химия, да, между руководством театра и нами, и вот мы как-то начали готовить заявку, да, потому что проект же поддержан президентским фондом культурных инициатив, и вот у нас от момента идеи до создания заявки, подачи ее на грантовые средства и вот получения, да, победа в конкурсе. И вот сейчас вот проведение фестиваля, то есть это, в принципе, достаточно длинный такой путь подготовки, да, то есть мы, наша, как продюсерская наша задача, она не совсем видна всегда, да, наша работа, потому что она сильно заранее идет, как бы, а в момент уже, когда идет сам фестиваль, мы, в принципе, ну, чуть-чуть больше, чем зрители, я бы так сказал, потому что дальше уже приезжают артисты, они работают, да, то есть это уже их зона ответственности, а наша задача сделать так, чтобы это все состоялось. И, ну, нам на самом деле очень приятно работать с Якутским театром, потому что прекрасная команда, руководитель театра очень так четко, слаженно работают, то есть мы даже вот на дистанции, да, между Петербургом и Якутском в формате видеоконференции, там, сообщений, да, каких-то. Все так очень быстро, оперативно решали. И, в общем-то, ну, сейчас вот фестиваль начался. Надеюсь, что он будет идти все как запланировано. А что-то отметили, может быть, для себя интересное на фестивале? Ну, мы ходили на Щелкунчика, да, как сказал уже. Великолепная сценография, да, хореография Екатерины Тайшиной. То есть все очень на хорошем уровне таком. Нам, конечно, безумно приятно, что мы участвуем в этом. А по какому принципу вообще был отбор гостей вот, в фестивале? Ну, мы выбирали лучших, конечно, да. Есть такой момент, конечно, то, что графики артистов, потому что ну, их нужно было сверять, да, с датами фестиваля, потому что все очень много где выступают. То есть вот, ну, большие артисты, они, правда,
везде по миру сейчас вот даже взять в условиях вот ограничений, да, отмены русской культуры, ну, ерунда полная, потому что наши артисты выступают на всех ведущих оперных сценах мира, и причем, если посмотреть на состав участников, там 80% будет наших, да, вот, поэтому, в принципе, позвать артистов вот в такой достаточно сжатый срок было непростой задачей такой, но тем не менее. И вот критерии какие, ну, во-первых, уровень артиста, да. Второе — это по голосам, конечно, потому что, ну, в фестивале идет программа спектаклей, да, и нам нужно было, чтобы в этом спектакле, вот, условно, вышел тенор, вот Алексей Татаринцев будет, там Григорий Чернецов, ваш земляк, да, будет вот Евгения Онегина исполнять. И чтобы как-то у нас получилось заполнить программу, да, вот артистами. Ну и, конечно, для гала-концерта, чтобы они вышли в гала-концерте, это будет очень большой праздник музыки, да, потому что, ну, в один вечер выйдут как бы большие артисты, сразу же исполнят известные произведения. Я уверен, что всем понравится этот концерт. Ну и мы выбирали, конечно, чтобы было сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, там, ну, в общем, такой принцип. Вот в программу фестиваля входят разные виды просветительской деятельности. Вот расскажите немножко вот об этом. Ну, я бы сказал так. Ну, во-первых, образовательная программа, да, которую мы внедрили в фестиваль, да. Ну, здесь меньше я могу сказать, потому что Татьяна занимается образовательной программой, и она, может, где-то расскажет еще об этом. Но в целом это мастер-классы с артистами, да, с большими. Это очень полезный опыт для молодых исполнителей, да, потому что у них есть возможность пообщаться, и им могут подсказать какие-то, ну, такие фишечки, что ли, да, исполнительские. Вот. И я считаю, что просветительская идет программа и для зрителей, потому что сам, как сказать, план мероприятий, который будет, да, спектакли, концерты, это такие хрестоматийные произведения, да, которые очень полезны для подрастающего поколения, для детей, для подростков, для взрослых. То есть это наша классика, которую бесспорно нужно знать. И очень здорово то, что в Якутске проходит такой фестиваль, когда можно показать на высоком уровне вот эти известные всему миру произведения. А что даст для города, республики проведение вот такого грандиозного события, как фестиваль? Ну, я уверен, то, что это, точнее, я даже не уверен, я знаю то, что федеральные СМИ заинтересованы также, да, то, что они публикуют информацию об этом. То есть, в принципе, это благодаря руководству театра, опять же, да, удалось привлечь внимание президентского фонда к этому, да, то есть удалось привлечь внимание артистов больших, чтобы они приехали, то есть для зрителей это, опять же, вот такой вот уровень, да, и я думаю, что это даст свои плоды не сиюминутные, как бы, да, это на таком достаточно долгом горизонте планирования для, опять же, подрастающих зрителей, то есть это будет интересно, я уверен, что это будет продолжаться дальше, да, что, ну, у фестиваля же есть история определенная, да, то, что 32 года назад он был, да, его сейчас решили возобновить, и если его поддерживает столько людей, я уверен, то, что он нужен. А какие вот ожидаются результаты после проведения фестиваля? Что вы имеете в виду? Ну вот будет ли вот продолжение? Ну, мы очень надеемся на это. Во всяком случае, мы работаем над тем, чтобы фестиваль прошел успешно, да, но судя по зрителям, по количеству вот, проданных билетов и вообще вниманию к этому фестивалю, я уверен, что он должен быть дальше. Вот вы сказали, что начало такого фестиваля было еще 32 года назад, а почему вот приостанавливали? Ну, это не совсем к нам вопрос, какие-то к руководству театра, да. Вот к чему стоит вот подготовиться зрителю? К получению положительных эмоций, к получению энергии, к обмену энергии с артистами, потому что такой момент всегда происходит. Ну и к прекрасной музыке Чайковского. А что вот, на ваш взгляд, вот точно понравится якутскому зрителю? Точно понравится? Да, я уверен, что все понравится. Или что-то, может быть, то, что мы могли бы не увидеть, например?
Ну, я думаю, что достаточно уникально все-таки это гала-концерт, да, закрытие фестиваля, потому что вот в этот момент, в этом месте совпадут эти артисты, да, и вот эта вот программа, я думаю, она, ну, как бы, если условно спектакль Евгений Онегин можно послушать в репертуаре театра, и Аланту можно послушать в репертуаре театра, посмотреть балет, то есть, то вот это вот такое достаточно уникальное событие, на которое точно стоит обратить внимание. Спасибо, Дмитрий Александрович, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Действительно было очень интересно. Спасибо вам. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.